История о том, как уйгурский султан Алахан приютил беглеца, казахского вождя Тазабека из рода Албан в своем Илийском султанате, и из-за этого потерял уйгурский Илийский край и озеро Балхаш. Уйгурская земля — это крупнейшая по площади территория в центре Евразийского континента и с древних времен была перекрестком цивилизаций. На запад отсюда можно напрямую попасть в Персию и Европу, на юг — в Индию, на север — в Россию, на восток — Китай. Современная площадь уйгурской автономии более 1,5 миллиона квадратных километров, но она была еще больше. Во времена династии Цин площадь Синьцзяна достигала более 2 миллионов квадратных километров. После разгрома Джунгарского ханства его территория вошла в Синьцзян. Территория Джунгарского ханства включали в себя Семиречье, Жетысу, куда входили современная Алматинская область, Жетысусская область, части Туркестанской и Жамбылской, Абайской и Восточно-Казахстанской областей, а также восточное и южное побережье озера Балхаш, верхнее и среднее течение Илидария и прилегающие долины Тарбагатай, Джунгарский Алатау, район озера Зайсан, верхнее течение Иртыша. Синьцзян означает «новая граница». Город Кульджа стал столицей Синьцзяна и самым процветающим городом края. И многие империи точили зубы на уйгурскую землю, мечтая захватить ее. Поэтому здесь не было ни одного спокойного дня, все время шла борьба за регион. Но с конца XIX века, когда империя Цин под властью вдовствующей императрицы Цыси день ото дня приходила в упадок, уйгуры стали создавать свои государства. Так возникли уйгурские государства Етишар со столицей в Кашгаре и Илийский султанат со столицей в Кульдже. В 1864 году уйгуры Илийского края свергли цинскую китайскую администрацию. А в мае 1867 года был официально провозглашен Илийский султанат. Первым султаном стал уйгурский лидер Алахан Абилягли. Илийский край перешел под контроль уйгуров. Цинский Китай перенес свою ставку в Урумчи. В это время Тазабек Бузумбаев из казахского рода Албан поднимает восстание против русской администрации в Семиречье. Потерпев поражение, он вместе со своими людьми уходит в Илийский султанат. Российская империя жестко требует от султана Алахана немедленно выдать беглого бунтовщика Тазабека. Султан Алахан отвечает категорическим отказом. Уйгур Алахан заявляет, что казах Тазабек — его брат и гость, и он его не выдаст. В мае 1871 года русские войска под командованием Колпаковского вторгаются в Илийский султанат. Войска Алахана сражались отчаянно, но силы были неравны. В июле Кульджа пала, Илийский султанат был полностью оккупирован Россией. Царская Россия безудержно захватывала огромные территории Илийского края, в результате было потеряно более 400 тысяч квадратных километров территории к востоку и югу от Балхаша. Кульджа, которая прежде находилась в центре уйгурского Илийского края, после этого оказалась приграничным городом. Но что же стало с благородным уйгурским султаном Алаханом и казахским вождем Тазабеком? После падения Кульджи в 1871 году султана Алахана лишили власти, ликвидировали султанат, его вывезли в город Верный, Алматы. Из уважения к его благородству и храбрости царская администрация выделила бывшему султану огромное поместье в нижней части города. Ему назначили государственное содержание и позволили жить с семьей. Поместье Алахана было настолько большим, а его авторитет среди местных уйгуров и мусульман настолько непререкаемым, что земли вокруг его владений в народе стали называть Султан-Курганом. Когда в 1890-х годах, после Петербургского договора, когда Кульджу возвращали Китаю, начался массовый исход уйгуров в Семиречье, они селились именно там, поближе к своему султану. Этот район в Алматы до сих пор так и называется в народе — Султан-Курган, в районе улиц Байтурсынова и Макатаева. Султан Алахан похоронен на старом мусульманском кладбище района Султан-Курган в Алматы. А вот судьба казахского вождя Тазабека сложилась печально. Его под конвоем доставили в город Верный, Алматы. Суд над ним был скорым, для царской администрации он был государственным преступником, изменившим присяги. В том же 1871 году его приговорили к смертной казни через повешение. Приговор привели в исполнение публично и демонстративно, чтобы преподать урок остальным казахам. Но казнить вождя была только половиной дела. Главной задачей Российской империи было вернуть обратно те тысячи кибиток, около 5000 человек,
которые ушли с Тазабеком в Илийский султанат. После ликвидации Илийского султаната русские войска насильно перегнали казахов рода Албан обратно в районы современного Нарынкола и Кигена в Казахстане. Их имущество и скот конфисковали, а сам род на долгое время поставили под жесточайший полицейский надзор и лишили прав на свободную кочевку. А что стало с уйгурским Илийским краем? После многократных военных потрясений она была изранена, а большая часть территорий к западу от Кульджи уже не вернулась. Это место превратилось в приграничную зону. Именно по совокупности этих причин столицу Синьцзяна пришлось перенести на 700 километров вглубь, в Урумчи. Что касается озера Балхаш, то это крупное озеро, некогда находившееся под юрисдикцией Джунгарского ханства, а потом Синьцзяна, расположено в центральной части Азии. Его площадь составляет 18,2 тысячи квадратных километров. Оно было не только жизненным оазисом в засушливом регионе Центральной Азии, но и четвертым по величине озером в мире. Это озеро Балхаш ныне находится на территории Казахстана. Во времена династии Хань, когда было учреждено управление Западного края, Балхаш стал естественной границей северо-западных рубежей Древнего Китая. Последующие столетия это озеро находилось в уйгурском каганате, Чагатайском улусе, уйгурском Моголистане. И только в новейшей истории, в 1864 году, после захвата Российской империи, Балхаш официально отделился от Синьцзяна и Китая. После распада Советского Союза запад Илийского края и озеро Балхаш перешли в новообразованный Казахстан. Бывшая столица Казахстана Алма-Ата также развилась благодаря забору воды из реки Или. Площадь бассейна озера Балхаш составляет около 413 тысяч квадратных километров. Страны бассейна – Казахстан и Китай. При этом 85% территории бассейна находится на территории Казахстана. Вместе с озером Алаколь, расположенным поблизости, Балхаш аккумулирует 22% водных ресурсов Казахстана и 42% его гидроэнергетических ресурсов. В общей сложности 7 рек стекает с Тяньшаня в озеро Балхаш, хотя 2 из них в настоящее время пересохли. Самая полноводная из них – хорошо известная нам река Илидарья. Она обеспечивает от 75 до 80% всего водного питания бассейна. Илидарья не только опресняет западную половину озера, но и в своем среднем и нижнем течении создает цветущую Илийскую долину с богатой растительностью, а также множество густонаселенных городов-оазисов. Но основная часть крупнейшего оазиса этого региона, Илийская долина, находится именно на нашей, уйгурской стороне. Со спутниковых снимков видно разницу между цветущим Илийским краем уйгурской автономии и выжженной степью Казахстана. Несмотря на то, что во внутренних районах Центральной Азии разбросаны тысячи больших и малых озер. Безусловно, это в первую очередь заслуга высокогорных снегов и ледников Тяньшаня. Эта территория была зеленой, полной жизни степью, и лишь бесхозяйственность и антиэкологическая деятельность новых хозяев привели к нынешней ситуации опустынивания. Лучшим доказательством служит высохшее Аральское море, площадь которого когда-то достигала 60 тысяч квадратных километров.